Diestani to vaakhoishun bo'lu nevan tahum shumehtadush way tanahumna lepsta twalichki didu nitrane da pamel video na tweti da wen basholet way badegi yoshnado. Текст, транслировать звук. Приветствую вас, дорогие зрители нашего канала. Я вчера загружал ролик, связанный с каналом, как это называется, антитеррор ЧРИ называется. Есть другой канал, у него там 6000 подписчиков. Кто не помнит или не знает, посмотрите первую часть этого ролика, вы поймете, о чем я. Сейчас пока не будет вторая часть, но просто немножко такой, прежде чем загрузить вторую часть, я просто хочу вас подготовить к тому материалу, который я буду выпускать, естественно, связано с вторым частью. Обязательно насчет этого материала мы сделаем ролик, такой клип, да, вот видеообзор. Сейчас этот человек, под маской, да, вот, у него на канале 13200 подписчиков, антиваххабит называется. Во-первых, этот канал ко мне не имеет никакого отношения. Это не мой канал. Это чужой канал человека, который закидывает мои видео. Это имеет право делать любой человек. Этот канал ко мне не относится вообще. Уже само построение твоей части, основание твоего дома под названием вторая часть, продвижение, антитеррор, строится на лжи. По своей же религии вы являетесь армией Иблиса, которые лгут. Вы армия лжи. Ты написал название «Враги чеченцев». По вашему мнению, враги чеченцев – это люди, которые чеченцам говорят правду и доносят правду. А такие лжецы, как ты, это типа защитники чеченцев. Причем тут чеченцы? В защите ислама я не могу понять. Чеченцы – это нация, в которой есть разных религий люди. А ислам – это религия. Нация и религия. Загугли различия хотя бы. На другом антитеррор у него канал, а это антиваххабит. Еще один канал у него есть. Шок чеченца сжигает Коран. Но он дает знать, что он против того, чтобы сжигали Коран. Наоборот, он дает знать, чтобы читали Коран, чтобы узнать, так скажем, весь кошмар по поводу в Коране. Да, вот. И, как сказать вам, этот человек говорит, что нельзя обзывать за то, что он говорит правду. Да, я с ним согласен, нельзя обзывать, какого бы этот человек мнения не придерживался. Опять же таки, человек должен выразить свое мнение на основе определенных фактов, но ни в коем случае нельзя, как сказать, обзывать людей, вот, приводя свои мнения. Да, вот. И этот человек, я прекрасно знаю, понимаю, что он имеет полное право на свое мнение, свои убеждения, расовую, там, как сказать, цвет кожи, там, мы никаких предъявлений не делаем насчет этого. Он имеет быть кем захочет, чеченцем, не чеченцем, не имеет значения другого религии, это его личное право. Но, давайте кое-что я вам покажу, отрывок, а потом мы, иншаллах, отдельно сделаем ролик и загрузим полный этот ролик. Давайте здесь послушаем краткое его слово, а потом я вам покажу кое-что, какой-то момент, несостыковку, да, противоречий, чтобы вы это все увидели своими глазами. Так, ты скажешь, несостоятельности моих слов. Но как один, под грузом фактов скатывались до оскорблений, угроз убийства и проклятий. Вот она, истинность самой миролюбивой, милосердной, справедливой и доброй религии.
Мусульмане, вы с пеной у рта, налитыми кровью глазами, возмущаетесь тем, что сожгли Коран, книгу, которую вы сами ни разу не прочитали, книгу, ради которой готовы убивать, о содержании которой вы не знаете ровным счетом ничего. Мусульмане. Ну, насчет этого я с тобой не согласен. Есть люди, каждый день, день и ночь читают Коран. Просто зайди в любой мечеть, и ты увидишь своими глазами. Коран не читают сами мусульмане, имеется в виду на понятном себе языке. Книгу читать для нормальных людей во всем мире, это означает читать книгу и понимать, и брать, понимать ее и брать оттуда мудрость, понимать смыслы, что-то понимать. Вот что означает чтение книги. А твое чтение Корана, это просто повторение мантры называется. Зубрежка арабских текстов, не понимая, не вдупляя, что там сказано. Вот о чем речь. Мусульмане не читают Коран. Да, на арабском каждый из вас читает какую-то непонятную вообще себе какую-то книжку, повторяет одни и те же слова. Но это не означает чтение Корана. Понимая его, что говорит твой Господь, что принесено из другого измерения, из небытия, из Создателя, Он из высшего измерения, послание, посланное вам. Если бы вы реально верили бы, то смысл посмотрели бы слов этих из другого измерения, из высшего измерения имеется в виду, а не повторёшка арабского текста. Но тебе мозгов, скорее всего, не хватает и не хватит это понять. Поэтому пойдем дальше. Там есть и немало хафизов, которые день и ночью читают Коран. Я насчет этого абсолютно с тобой не согласен. А что касается тех людей, которые даже ни разу не открыли свой Коран, это уже у них эта проблема. И, конечно, ты имеешь полное право высказать на свое недовольствие. Опять же, и почему, не знаю, ты мне постоянно даешь какое-то право? Ты вообще кто такой, чтобы мне давать право или не давать? Я сам даю себе право, что говорить, а что не говорить. Зачем ты это повторяешь? Если ты думаешь, что ты можешь мне как-то запретить иметь свое мнение, то попробуй. таки ты тоже не должен забывать о том, что у них есть право открывать Коран, точно так же и не открывать Корана. Это у них тоже есть право. У них право есть открывать Коран и не открывать Коран. Но если они Коран не открывают, у них права нету говорить, что это их любимая книга. Это лицемерие. Коран моя любимая книга, но я ее никогда не читал. Это полное обезьянничество. Это вообще ниже дна. Это полный позор. Это дебилизм. Это деградация полнейшая. Вот. И ты не имеешь права сказать, почему ты не открываешь Коран. Понимаешь? Ты не имеешь вот так вот. Да, я это не имею права, но я имею право говорить, указывать на лицемерие. Если человек, не читав, не прочитав, не открыв Коран, говорит, что это за нее он будет убивать и убивает, взрывается и так далее, я имею право указывать на его лицемерие, что я и сделал. Но тебе, опять же, мозгов этого понять не хватит. Не твой уровень, дорогой. Верни уровень. Такие заявления делать. Потому что у них есть свое мнение. Открывать, не открывать, это их право. Не нам их судить. Их Господь будет судить, если посчитает нужным, да, вот так вот. Давай дальше пошли. Он прекрасно дает знать, что нельзя, и тем более в то время, когда она миролюбивая религия туда-сюда. И здесь, давайте где-нибудь сейчас посмотрим. Арабскому богу Аллаху и самому Бедуину Мухаммеду в любое время на любой площадке. Панша Ойла, оставайтесь свободны. Пропагандисты рабской... Убара. Оговорка по Фрейду там была. Если все, я надеюсь, слышали сейчас. Если Господь будет судить, Он сам не верит в твою религию. Ага, это надо послушать. Арабскому богу Аллаху. У них есть свое мнение.
Открывать, не открывать, это их право. Не нам их судить. Их Господь будет судить, если посчитает нужным, да, вот так. Дальше пошли. Он прекрасно дает знать, что нельзя, и тем более в то время, когда она мировая, любила религию туда-сюда. И здесь, давайте где-нибудь сейчас посмотрим. Арабскому богу Аллаху и самопровозглашенному лжепророку Бедуину Мухаммеду в любое время на любой площадке. Маша Ойла, оставайтесь свободны. Где он что-то говорит? Самые пропагандисты рабской идеологии знают. И человека для подражания с педофильскими наклонностями. О, видели? С педофильскими наклонностями, он говорит. Карикатуры. Помните, вот Шарль Эбдо тоже говорил, оскорблял пророка, оскорблял чувства верующих. Вот. Ну, во-первых, для таких, опять же, дегенератов, педофил. Гуглить можно, 21 век. Осел. Педофилия. От греческого. Ребенок и филия. Любовь. Иначе инфантосексуализм. Падерозия. Педосексуальность. Одна из множества парафилий. Лиц, у которых диагностировано данное влечение, называют педофилией. Вот. Взрослый человек, маленькая девочка, лет 9-10. Это классификация именно. Это термин, это не оскорбление. Что означает этот термин? Взрослый мужик любит маленького ребенка. Лет 9, 10, 12, до совершеннолетнего сегодня имеется в виду. Открываем хадисы. Просто на исламском сайте Иснадлинк забиваем. Пророк женился на мне. Ищем. Вот Рияда Салихин. Микрофон, да, я ищу. Леха, дай отсюда микрофон. Все выключила его. Рияда Салихин Шахар ибн Усаймина и Бухари. Мы прочтем, будем читать Бухари. Так, пророк женился на мне. Давайте 9 лет напишем. 9 лет. Вот. Сахих аль-Бухари, книга брака. 57, 40 глава. Передают от 5134 адрес. Передается от Айши, что она сказала, когда пророк женился на ней, когда ей было 6 лет, а вошел к ней, когда ей исполнилось 9. Хишам, один из передатчиков хадиса, сказал, мне сообщили, что она была замужем за ним 9 лет, то есть пока он не умер. Еще читаем дальше. 44 глава. Книга достоинств ансаров. 44 глава. Заключение брачного договора пророка с Айшей, ее переезд в Медину и его женитьба на ней. Хадис 3894. Сообщается от Айши. Мой брачный договор с пророком был заключен, когда мне исполнилось 6 лет. Потом мы приехали в Медину и остановились в Бану Аль-Харис бин Хазрадж. После этого я заболела, и у меня выпали волосы, а потом они снова отросли. Однажды, когда я качалась на качелях вместе с моими подругами, моя мать Умруман пришла ко мне и громко позвала меня, а я подошла к ней, не зная, чего она хотела. Она взяла меня за руку и привела к дверям дома.
я тяжело дышала, а когда мое дыхание стало успокаиваться, она взяла немного воды и протерла мне лицо и голову. После чего вела меня в дом. В этом доме находились женщины из числа ансаров, которые стали говорить: «Желаем тебе блага, благословения и удачи». И моя мать передала меня этим женщинам, которые приготовили меня к свадьбе. А утром посланник Аллаха пришел, и моя мать передала меня ему. А было мне тогда 9 лет. Вот он еще видит ее во сне, маленькую девочку, и мечтает на нее жениться. Следующий тоже, 3895. Передается слово Айше, что пророк сказал ей: «Ты была показана мне во сне дважды. Оба раза я видел твое изображение на куске шелка. И мне говорили: это твоя жена, открой же его». И оказывалось, что это ты, а я говорил: если это Аллаха, он приведет это к завершению. В другом хадисе тоже в Бухари говорится: ты была показана мне, тебя привели мне в куски шелка, а она маленький ребенок. Вот держит же, да, в пеленках маленького ребенка, там говорят: открой его лицо, пеленка. Вот это и имеется в виду. Шелки мне принесли тебя и сказали: открой ее. Я открыл это и увидел, что это ты. И мне сказали, что ты будешь моей женой. Маленького ребенка. Когда она повзрослела, ему показывают его, да, пророчество, типа, как они взрослые, как Айша взрослая в его доме, жена, они живут вместе, сожительствуют, как пророчество. Не это ему показано, а наоборот, который ребенок сейчас ему показан как жена. И он в ребенке видит жену и говорит: это обязательно Аллах, если правда приведет к завершению. Следующий. Отец Ишама сказал: Хадиджа умерла за 3 года до того, как пророк переселился в Медину. И примерно через 2 года он женился на Айше, когда ей было 6 лет. А вошел к ней, когда ей исполнилось 9 лет. Это Сахих Бухари все. Также в Сахих Муслиме есть те же самые 3 хадиса. Те же самые. Я их и собирал, и показывал. Мухаммеду тогда 53 года. Если не ошибаюсь. 50 или 53. Не суть. А она, девочка 9 лет, которая играет в куклы, игрушки. Сахих Муслим 1422 С. То же самое хадис. Смотрите. Сахих Муслим. Хадис 1422. В общем, тут перевода этому хадису, по-моему, не будет. 1422. Ага, вот. Глава 10. Выдавание замуж юной девственницы ее отцом. Опять же, мой брачный договор был унятен с пророком, меня Руман отдала, меня омыли, передали. И было это мне, когда мне было 9 лет. Вот еще, мой брачный договор с пророком был заключен, когда я была девочкой 6 лет. Моя свадьба состоялась, когда мне было 9 лет. Вот, пророк заключил с ней еще хадис. Брак, когда она была девочкой 7 лет, и к нему отвели ее как жену, когда ей исполнилось 9 лет. И ее игрушки
все еще были с ней. А он умер, когда ей было 18 лет. Еще посланник Аллаха заключил с ней брак, когда она была девочкой в возрасте 6 лет. Свадьба ее состоялась, когда ей было 9 лет. А умер он, когда ей было 18 лет. Это Сахих Муслим. Книга брака, 10 глава. Вот это в науке называется педофилией. Как бы ты ни крутил, это не оскорбление. И Шарли Эбдо не оскорблял мусульман. Не надо навешивать и подстрекать людей. И это не первое его заявление. У него также есть на канале, вы найдете просто. Откройте. Кстати, давайте я вам тоже постараюсь показать его карикатуры обязательно. Чтобы не было слов, что он не оскорблял чувства верующих. Хорошо? И чувства предков мусульман. То есть пророк, он на самом деле является предком. Чувство мусульман, чтобы вы знали, это только российский закон, это только в русском мире есть чувство оскорбления чувств верующих. Скоро в России будет само существование умных людей считаться оскорблением чувств тупых. Никто, опять же, ты не тот момент взял, ты ошибся. Педофилия – это не оскорбление, и даже по российским законам это не может быть оскорблением чувств верующих, потому что это, правда, научный термин и классификация. Педофилы обычно называют себя child-free. Ну, типа, любовь к детям. Они это милым словом это называют. Но как бы они ни называли, как бы и вы это ни называли, в науке это называется педофилия. Это научный термин. Если кого-то оскорбляет это, то это его проблема. Значит, он сам педофил. Скрытый, латентный педофил. Так что, раз ты утверждаешь, что это оскорбление, то мы уже можем делать выводы, что ты являешься самым настоящим педофилом, который все это время пытается оправдать и сказать нормально, что педофилия это нормально. Мы сейчас посмотрим. Предком мусульман, так как не имеет значения хоть арабской страны, хоть чеченской страны, он оскорбляет в любом случае. Видите, вместо того, чтобы сказать, привести из исламских источников доказательства, что Мухаммад не педофил, наш бравый муахид ссылается на российский закон, на российский кодекс, и по российскому кодексу меня оскорбляет. Это уже, чтобы вы понимали, 100% доказательство, что это человек из дома. Потому что у нас дома уже полностью установленная анархия, где, ну, и народу это пример дается, где вам, если выгодно по шариату, судят по шариату. Если по шариату ты прав, полностью там, против тагута джихад делаешь, там, муахид, муджахид, то по российским законам тебя марионеточная власть Чеченской Республики судит. А если по тем они не правы, а по чеченским законам они будут правыми, то они используют чеченские традиции. То есть они для своего, оправдая свои действия, используют все эти три закона. От четкого одного закона, равного для всех, нету там. Потому что там разделение, и поэтому используются разные все эти три закона. Российские, чеченские и шариатские. Когда выгодно власти, по какому закону они будут правы, тот они и выбирают. Это самая настоящая анархия. И наш чувак тоже показывает, что он является их работником, который на зарплате сидит, скорее всего, из муфтията. Мне голос очень кажется похожим на Дудаева, вот этого министра ЧГТРК, этого информационного вот этого, главы ЧГТРК, Дом печати, там вот этого Дудаева. Мне очень кажется. Скорее всего, брат какой-то может быть или еще что-то. Но в любом случае мы уже поняли, что человек работает на домашних. Потому что сослался на российские законы и говорит, это оскорбление из-за того, что я назвал его педофилом. Но педофил это, как мы знаем, научный термин. Оскорбление это только
для вот таких же педофилов может быть. И чувство оскорбления чувств верующих. Вместо того, чтобы привести доказательства, что нет, Мухаммед не был стариком беззубым, а Айша была маленьким ребенком, наш бравый муджахид ссылается на российский закон. Чувство оскорбления чувств верующих. Это только российский закон, нету больше нигде в мире, если не в Израиле. Там, потому что там все три религии вообще горячая точка, поэтому как-то. Нигде больше в мире нету таких законов. Как мы поняли, уже мы понимаем, что ему нечего ответить на то, что Мухаммед является педофилом, и мы соглашаемся, что Мухаммед действительно педофил по исламским источникам, которые я сейчас привел, и продолжаем слушать его демагогию. Редкого муслима. Об этом тоже не забывайте. Мы сейчас говорим про общее. Они мусульмане, это человек или причисляет себя к исламу, или не причисляет. Мы не про это говорим. Мы в общем говорим, в контексте. Убивал критиков, детей, насиловал женщин, вырезал целые племена и имел врагов, называя его лучшим из людей. Боюсь представить, кто для них. Во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни разу не убивал детей. Это полная ложь. И насчет этого мы сделаем отдельный обзор. Иншаллах, мы тебе опровергнем и будем... Да, Путин тоже не убивает в окопах украинцев, украинских женщин и детей, взрывая там школы, больницы, дома, города стирая. Чеченцев тоже Путин не убивал. Ельцин тоже не убивал чеченцев. Мы же говорим сегодня, Ельцин это убийца чеченского народа. Патрушев, Вожмилора, это генерал. Шаманов. Мы же не говорим, да, Шаманов, убийца чеченского. Да, Буданов, Ермолов, убийца чеченского народа, мы не говорим, да. А эти люди сами лично в окопах не убивали людей. Да, Буданов, Шаманов, Ермолов, может быть, и убивали. А вот их цари, Романовы, Путины, Ельцины, мы же называем их убийца чеченского народа, но это не означает, что они в окопах непосредственно сами убивали. Но они все равно из-за того, что они в окопах не воевали, мы же не снимаем с них ответственность, правильно? Что они убивали и что они являются убийцами чеченского народа. Опять же, у тебя мозгов не хватит на это, чтобы понимать это, да? Я это понял, поэтому он сам лично не убивал. Хорошо. Он сам лично не убивал. Ты сделаешь опровержение. Маша Аллах. Так, открываем наш конспект. Мага-террорист, мага-антисемит. А? Маша и Алла Барас, и Инна тоже. Так, сейчас, секунду. Так, Сахих Муслим. Открываем. Так. Я помню. Сахих Муслим 1745 хадис. Не то. Бухари, да. Сейчас, секунду, нет. Сахих Муслим. Так. 1700. 1400 ажаса. 1745.
глава 9. Ну, как обычно, тут наши бравые муахиды неловкие хадисы не переводят, а мы-то люди любопытные. Мы переводим, мы спрашиваем арабов, мусульман, англоязычного источника арабов спрашиваем, которые открыто, как есть, признают, которые знают свою религию. И полностью подтверждаем. Так что опровержение может быть только... Вот я сейчас переведу этот хадис, и опровергать меня можно только сказать, что я неправильно перевел хадис, что я неправильно понял. Других опровержений быть не может. Вы там просто демагогию устраиваете. Глава называется «Дозволено убивать женщин и детей непреднамеренно при ночных нападениях». 1745 хадис. Передал нам Яхья ибн Яхья, Саид ибн Мансур и Амр ан-Нахид, все от ибн Уайна. Яхья сказал, передал нам Суфья ибн Уайна, от Az-Zuhri, от Убайдаллаха, от ибн Аббаса, от Ас-Саба ибн Джатама, который сказал, пророка спросили о детях и женщинах многобожников, которые могут попасть под удар во время ночного нападения. Пророк ответил, они из них. Следующий, 1745 передал нам от Абу, который сказал, я сказал, о посланник Аллаха, что если во время ночного нападения под удар попадут дети многобожников? Пророк ответил, они из них. 1745 передал нам, что пророку сказали, если бы если конница нападет ночью и под удар попадут дети многобожников, что тогда? Мухаммед ответил, они из своих отцов. Эти дети многобожники, о которых вы спрашиваете, они из своих отцов. Сахих Бухари, 3012 хадис. Книга 56 джихада удалена, Роскомнадзор как бы. Помните, 56-я книга, это книга джихада. Но мы люди тоже ловкие. Вот здесь, когда в поиске забивают этот хадис, он все-таки находит его, потому что из базы данных книгу не убрали. Вот с витрины ее и убрали. Поэтому мы вот так поищем его, ключевым словам. Вот, Сахих аль-Бухари. Вот видите, 56-я книга джихада и военных походов. Теперь мы ее видим. Тут как бы только один хадис приведен, их тут два, оба сахих. 3012 хадис, Сахих Бухари. Глава 146 называется, название просто посмотрите. Нападение на спящих многобожников, вследствие чего поражение детей и женщин их. Сообщается, что Ас-Саб бин Джасамма сказал, однажды у пророка, который проходил мимо меня в Абуэ, спросили, допустимо ли нападать на спящих многобожников, в результате чего могут пострадать их женщины и дети. На что он ответил, они принадлежат к их числу. То есть они те же самые многобожники. Убивайте многобожников и их детей, то же самое их дети, они из их. Они те же самые. Кроме того, я слышал, как он сказал, заповедным харам, то есть запретным, может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику. То есть остальное, что не из религии, что нам не принадлежит, многобожники, их дети, они одно и то же, то есть они не запретны. Следующий хадис то же самое, не переведен. От Зухри, что он слышал от Убайдуллаха, от Ибн Аббаса,
от Са'ба о детях, Амар рассказывал нам от Ибн Шихаба, от пророка мы слышали это от Зухри, который сказал: сообщил мне Убайдуллах от Ибн Аббаса от Са'ба, который сказал: они из них. И он не сказал так, как Амар сказал. Они из их отцов. То есть они из них. Просто тут непонятно, спор в чем, почему он не переведен, потому что не так важен. Тут говорится, что вот по этой версии говорится, что он сказал в другом хадисе, они из их отцов, то есть из своих отцов вышли. Типа имеется в виду вот эта капля, да? И тут в этом хадисе говорится, нет, он не из их отцов сказал, а они из них, то есть принадлежат к числу многобожников. Их дети многобожников, те же самые многобожники. Никаких проблем. Так что, если Мухаммед дозволил нападать ночью и сказал, что никаких проблем нету, если убьют детей и женщин, если конница их передавит, задавит, напав ночью на них. Никаких проблем. Что это означает? Если я представлю себя на месте вот этих племен, на которых Мухаммед ночью дозволял им нападать, убивая детей и женщин, не гнушаясь, да, не оберегая их, не опасаясь смерти женщин и детей, дозволял им ночью нападать. Если я из этой племени, кто для меня Мухаммед? Убийца моего народа. Я не знаю имен вот этих всех бабуинов, обезьян, из его банды, которые это ночью творили. Но я знаю почему приказу, кто их сюда отправил, кто является вообще агрессором, хозяином этих людей. Это Мухаммад. Я буду знать только это одно имя. Свободный человек. Я свободный человек и размышляю как свободный. Как говорил Абдул-Халим Садулаев, свободный человек, если ты на улицу вышел, тебя собака напала, ты не будешь разбираться с собакой. Ты будешь разбираться с хозяином собаки. Поэтому для меня хозяин является убийцей. Хоть это не отменяет вины самых исполнителей. А ты, будучи рабом, для тебя хозяина вообще нету. У тебя вся война, вражда, жизнь, все под хозяином между такими рабами, как и ты. Опять же, не твой уровень, дорогой. Верни уровень. Чуть слушаем дальше. Во-вторых, он не призвал насиловать женщин, как некоторые в современном мире насилуют мусульманок, и насчет этого в интернете полно. Кстати, твои иудеи, которые ты защищаешь, они насилуют. Нету ни одного факта. Опять же, он их не приведет, я уже знаю. Вот я согласен опозориться, я хочу опозориться, остановив его. И я уже уверен, что это лжец, что он не приведет сейчас ни одно доказательство, что какие-то иудеи изнасиловали мусульманку, он их не приведет. Это полная ложь, абсолютно пустое обвинение, ничем не подкрепленное. И он их сейчас не приведет. Вот смотрите, я хочу опозориться, я хочу, чтобы он сейчас показал дальше, что какие-то иудеи насиловали мусульманку. Вот. Давайте, я надеюсь, давайте поверим в этого парня все вместе, давайте держим руки вместе, молимся за него. Вот мы сейчас, вот давайте. В Палестине детей, 14, 15, 12, 9-летних детей, чтобы ты знал, и не восхищается, которого ты защищаешь, ты шайтан, да, вот. Несмотря на все это, я не называю тебя адвокатом педофилов. Вот твои иудеи, они насилуют детей, мусульманок. Это только не в Палестине, это в Сирии, во всем мире. Вот. И что твоих братьев шиитов,
Они тоже вот так поступали с сирийскими суннитами, чтобы ты знал, хотя ты это прекрасно знаешь. Это сейчас обращение не только тебе, а твоим последователям, чтобы... Короче, доказательство его, это, как вы поняли, хотя ты это сам знаешь. Типа это его доказательство. Ты это знаешь, я это знаю. Все, короче, давай дальше я не буду приводить факты. Ты это знаешь. Это обычная психология, это называется манипуляцией. Это есть в психологии классификация, когда человек говорит, ну ты же ведь знаешь, ну ты же, мы оба же понимаем, что ты сдохнешь, там и так далее. Это обычная манипуляция. Теперь вот его бараны, которые будут его слушать, это на них подействует. Вы понимаете? Это действительно, это для них будет доводом, что я, шайтан, он меня называет шайтан, опирается на меня. Я это знаю. Это и есть весь его довод, что иудеи насиловали детей и женщин, что шииты в Сирии насиловали суннитов. Детей. Это и есть его доказательство. Сейчас дальше, если он не скажет, то я приведу иудей, мне там есть сказать слово. Опять же, это манипуляция и подстрекательство, антисемизм в полнейшем, чистом его виде. Антисемизм, фашизм и расизм. Они задумались над этим записом. Мы будем опровергать ложь, твою ложь, иншаллах. Мы будем тебе приводить аяты. Сказал Всевышний Аллах, однако мы бросаем истину в ложь, и та разбивается. Горе за тебе, за то, что ты приписывал Аллаху. То есть вот аят говорится, однако мы бросаем истину в ложь, и та разбивается. Горе вам за то, что вы приписывали. Голос, слышите? Голос, послушайте внимательно. Горе вам за то, что вы приписывали. Мы бросаем истину в ложь, и та разбивается. Горе вам за то, что вы приписывали. И этот аят не забывай. Если найди этот аят, и ты найдешь, иншаллах, это тафсир. Горе вам за то, что вы приписывали. Вот этот сучий голос, ляхый голос, да, ляхуй, тихо, гюй, уж чисто он лейшу, уж за то, что приписывал. Вот, как мы поняли, нету доказательств, правильно? Какой-то аят, типа, мы бросаем ложь в истину в ложь, и ложь разбивается. Типа, это уже доказательство, аят привел. Я типа лгу, а он сейчас только что бросил какую-то истину и уже уничтожил мою ложь. Короче, фактов нету. Мы уже устанавливаем, что ты полнейший лжец. Твои обвинения абсолютно безосновательны. Тебе, как за клевету, 3 пинка под зад. И одного хорошего леща ты получаешь за свою клевету на иудеев. Но в этом вопросе мы посмотрим на обратную сторону. Про изнасилование твоих братьев, которые совершили твои братья хамасовцы, газовцы, палестинцы в отношении израильских женщин. И дозволение насиловать пленниц, совокупляться и заниматься сексом с пленницами у тебя в религии. Хочешь, мы это посмотрим? Без проблем. Только потом не говори, что я поднимаю один и тот же вопрос. Сура 4, аят 24. Чертовы. И замужние женщин запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, то есть, если только они не стали вашими невольницами. Такого предписания Аллаха для вас. Осады толкования. И замужние запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы. Таково предписание Аллаха для вас. Воистину, мужчинам запрещено жениться на замужних женщинах. Никому не дозволено жениться на женщине, пока та замужем. И этот запрет снимается после того, как муж объявит ей развод и истечет установленный срок.
Исключением из этого правила являются женщины, которые попали в плен к мусульманам. Поэтому, если замужняя неверующая женщина попадет в плен к мусульманам, ее хозяину разрешается вступать с ней в половую близость по истечении срока, установленного для того, чтобы убедиться в отсутствии беременности. Сегодня он может ее повезти на УЗИ, прям с собой носить на войне УЗИ, попала к нему плен, женщина посмотреть УЗИ, беременна она или нет, и совокупиться с ней. Тогда надо было там, пока не станет, пока у нее не начнутся месячные, подождать. А сейчас и этого не надо будет, потому что микрофоны живые, азан делает, и облегчение во всем, и тут тоже вы фатву издадите, там теперь УЗИ есть, никаких проблем. Толкование Ибн Касира приводится достоверный хадис из 5 источников сахихов. Слово Аллаха и замужние женщины, если имел в виду, то есть дала запретны чужие жены, кроме тех, которыми овладели ваши десницы, то есть стали вашими невольницами, рабынями. С ними вы можете совокупляться, если убедитесь, что они беременны. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Алтас. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, и тогда был ниспослан аят: и замужние женщин, если ими не овладели ваши десницы. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. Этот хадис рассказал ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Джарир и Муслим в своем сахихе. У меня есть отдельный, я уже несколько раз делал темы на эту, целые лекции, миллион хадисов привел, где дозволяет Мухаммад заниматься сексом с пленницами, когда они нападают куда-то и берут там женщин. Поэтому как бы не буду приводить вот из всех вот этих сборников по отдельности все эти хадисы подробно. Где и как они совокуплялись с пленницами, нападали на Хайбар мирных женщин, просто брали в невольницы, в наложницы и совокупляли, занимались с ними сексом. Как Советский Союз, солдаты Советского Союза делали это, когда вошли в Берлин. То же самое, в общем, абсолютно ничего высшего в этом нет. Подробно не будем приводить. Как раз у нас прошлый эфир был на всю эту тему, также в телеграм-канале. Кто желает, я сейчас вам покажу мой телеграм-канал. Может, у меня в PDF-формате все эти хадисы, собранные вместе, выкладываются на официальный вот канал мой. Вот, пожалуйста. Конспект к крайнему эфиру. Вот. Конспект к сегодняшнему эфиру. Каждый эфир я зачитываю хадисы вот так, вместе со ссылками в PDF-формате, и просто вот так все это выкладываю. Вот. Книга толкования Корана, Сахих Аль-Бухари, сура Аль-Маида, 5, глава 9. Хадис Сахих Бухари 4615. Сообщается, что Абдулла ибн Мас'уд, да будет доволен Аллах, сказал: когда мы участвовали в военных походах вместе с пророком, с нами не было наших жен. И однажды мы спросили его, не оскопить ли нам себя, то есть не кастрировать нам себя. Однако он запретил нам это делать и разрешил заключать временный брак, то есть снять проститутку, позволив отдавать женщинам в качестве платы одежду, кусок одежды. А потом Абдуллах прочитал аят, где он сказано: о те, которые уверовали, не запрещайте того благого, что Аллах разрешил вам. Вот со ссылками в PDF-формате. Но нам это не интересно. Нам интересно как пленниц.
Ассаламу алейкум, То же самое, валикум салам. Сахих Бухари, глава 8 о нежелательности безбрачия. Хадис 5075. Сообщается от Абдуллаха: когда мы участвовали в военных походах вместе с посланником Аллаха, у нас не было ничего из имущества, и мы спросили его, пророка, не кастрировать ли нам себя. Однако он запретил нам делать это и разрешил заключать временные браки, позволив отдавать женщинам в качестве платы махра одежду. А потом Абдулла прочитал нам аят, в котором сказано: «О те, которые уверовали, не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не приступайте к границе дозволенного». Так. Но все-таки им в этом моменте запретил Мухаммед, но в религии он этого не запретил. Мы это изнаем в следующем хадисе 5076. Сообщается, что Абу Хурайра сказал: однажды я сказал пророку: «О посланник Аллаха, поистине я молод и боюсь, что могу совершить прелюбодеяние, а жениться не в состоянии». Но он ничего не ответил мне. Потом я ему еще раз сказал то же самое, и он опять промолчал. Потом я сказал ему еще раз то же самое, и он опять промолчал. Потом я сказал ему еще раз то же самое, и он опять И тогда пророк сказал: «О, Абу Хурайра, высохло перо, записавшее то, с чем тебе предстоит столкнуться, а поэтому ты можешь как кастрировать себя, так и отказаться от этого». То есть кастрация, оскопление и холощение означает отрезание мужских половых органов. Пророк разрешил это для своего близкого сподвижника. Абу Хурайра — это вообще человек, от которого большинство хадисов идут. Вообще сунниты обязаны ему, Мухаммед, религия, вообще Аллах, все должны быть ему обязаны. Но вместо того, чтобы Абу Хурайре помочь, который не в состоянии жениться, Мухаммед ему разрешает отрезать себе кое-что. Вообще даже в голову мне пришло Мухаммеду дать ему что-то, хотя бы 2 верблюда, там 3 верблюда, обеспечить его чем-то. Это же его главной религии. Второй пророк, можно его назвать. Все хадисы почти от него и Аиши. Большинство. А он ему это разрешает. Так. Вот. Сунан Абу Дауд, книга брака, 45 глава, о половых отношениях с пленницами. 2157 хадис. Передает от Абу Саида Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха сказал о женщинах, взятых в плен в Аутасе, что не следует вступать в половые отношения с беременной, пока она не родит, а с той, что не беременна, до тех пор, пока не придет очередная менструация, не пройдет очередная менструация. Сахих хадис Хукам. А насчет убийства детей, женщин, убийство женщин, там, иудеев, мусульман, это вот. Книга Сахих Муслим, книга о джихаде и военных походах. Дозволенность на нападение на язычников, которых дошло приглашение к исламу без предварительного объявления войны. Вот, 1730 Сахих Муслим. Передал нам Тамими, передал нам Сумай, который сказал: я написал Нафиу, спрашивая его о мольбе перед сожжением. Он ответил мне. Это было только в начале ислама. Посланник совершил набег на племя мусталиков, пока они были в безопасности. То же самое, что сделали твои братья-палестинцы, хамасовцы и газовцы, твои братья-мусульмане. Пока они были в безопасности, и их скот пасся у воды. Он убил тех, кто сражался, взял в плен пленников, и в тот день он захватил Джуэрию, дочь Хариса. 1730 Передал нам Мухаммад ибн Аль-Мусанна, передал нам Ибн Аби Ади от Ибн Ауна с той же цепочкой передатчиков. Такой же хадис. Он сказал: Джуэрия, дочь Хариса, и не сомневался в этом. 20 глава, та же самая, книга вот эта о джихаде и военных походах. 1765 хадис.
Сообщил нам Кутейба ибн Саад, передал нам Лейс от Саада, Саиди от его отца, от Абу Хурейры, который сказал: когда мы были в мечети, к нам пришел посланник Аллаха и сказал: идите к иудеям. Мы вышли с ним, пока не пришли к ним. Посланник Аллаха встал и позвал их, сказав: подождите сейчас, секунду. Цапик, шуля куюка. Ладушина. Да, тайршин, звукшин, у тебя. Звук транслирует. Хинскариац. Мы вышли с ним, пока не пришли к ним, то есть к иудеям. Посланник Аллаха встал и позвал их, сказав: о, община иудеев, примите ислам и будете в безопасности. То есть он угрожает им. Вы либо принимаете, если вы не принимаете ислам, то не ждите безопасности, защиты. Хаймерс, Курц коротко объясни им, что принимайте ислам Бог, то шин орташин покорится ли Бог, дон за дин датсун ислам. Да, абсолютно верно. Да, покорность Бога, да, примите меня и Аллах, покоритесь мне и Аллаху, который у меня в кармане, который никто, кроме меня, с ним не может связаться, доказать его, увидеть его, только я вижу Аллаха, имеет утрированно, да, то будет придираться болван к каждому слову. Только я могу с ним связываться через кого-то там, имею к Аллаху доступ. Тут я, покоритесь мне и Аллаху. Вот что такое ислам. На тот момент. И он говорит, в общем, вы будете в безопасности. Они сказали, они говорят: ты донес до нас, о Абуль Касим, не переживай. Ты донес до нас, ты не виноват. Мы сами решим, Спасибо тебе большое. Посланник Аллаха говорит им: это я и хочу. Примите ислам и будете в безопасности. Они сказали: ты донес до нас, о Абуль Касим. Посланник Аллаха сказал им: это я и хочу. И сказал им в третий раз, уже более страшная угроза: знайте, что земля принадлежит Аллаху и его посланнику. И я хочу изгнать вас с этой земли. Кто найдет среди вас что-то из своего имущества, пусть продает его. А если нет, то знайте, что земля принадлежит Аллаху и его посланнику. То есть, это что значит? Европа, Америка, Англия, Россия, все эти страны, они принадлежат Аллаху и посланнику. Что это значит? Что эти земли могут на эти земли претендовать мусульмане. И говорит этим иудеям, которые жили, у них была земля там, они жили там. И он говорит им: продайте свою землю, я хочу изгнать вас. Потому что если вы не продадите, знайте, земля принадлежит Аллаху и мне. То есть вся земля моя. Любая земля моя. У России нет границ, мальчик. 1700, следующий, 66-й хадис. Передал нам Ибн Омар, что евреи из Бану Надира и Бану Курейза сражались против посланника Аллаха, который изгнал Бану Надира. А Курейзе позволил остаться и оказывал им благосклонность, пока они тоже не сражались против него. Тогда он убил их мужчин, а женщин, детей и имущество разделил среди мусульман. За исключением тех из них, кто присоединился к посланнику Аллаха, которого он защитил. Они приняли ислам. Посланник Аллаха изгнал всех евреев из Медины, Бану Кайнука, племя Абдуллаха ибн Салима, евреев из Бану Хариса и всех остальных евреев, которые были в Медине. Следующая глава, 21. Изгнание иудеев и христиан уже из Аравийского полуострова, не только из Медины. 1767 хадис. Передал нам Умар ибн аль-Хаттаб, что он слышал, как посланник Аллаха сказал: я непременно изгоню иудеев и христиан с Аравийского полуострова так, что не оставлю там никого, кроме мусульман. 1767 следующий хадис. Этот хадис передается и от Аз-Зубайра с той же цепочкой передатчиков.
Сахих аль-Бухари, 56 книга Джихада, 94 глава о сражении с иудеями. 2925 хадис. Передаются слова Абдуллаха бин Омара, да будет доволен им Аллах, ими обоим, что посланник Аллах сказал: вы не будете сражаться с иудеями, вы будете сражаться с иудеями, и когда кто-либо из них спрячется за камень, камень будет говорить: о раб Аллаха, вот со мной находится иудей, убей же его. Следующий хадис, 2926. Передаются слова Абу Хурайры, да будет доволен Аллах, что посланник Аллах сказал: не настанет час этот, пока вы не сразитесь с иудеями, и пока камень, за которым будет находиться иудей, не скажет: о мусульманин, за мной скрывается иудей, убей же его. 61 книга о похвальных качествах, глава 25, признаки пророчества в исламе. Та же самая, Сахих Бухари, 3593. Сообщается со слов Абдуллаха ибн Омара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха сказал: вы будете сражаться с иудеями и одержите над ними верх. А камень будет говорить: о мусульмане, вот за мной скрывается иудей, убей же его. То есть, даже замужних, мы уже не говорим о незамужних пленницах, даже замужних женщин можно изнасиловать, потому что ни одна женщина, чью семью убили и забрали в плен, добровольно ноги не раздвинет. Это только в понимании мусульман женщина ничтожество. Просто сексуальный какой-то секс-игрушка, которая, когда мусульманин отворачивается, даже на брата, на отца, на всех кидается с раздвинутыми ногами. Это только мусульмане так воспринимают женщину. Ислам, точнее. Мусульмане-то бывают разные, которые не знают свой ислам, есть мусульмане. Ислам и Мухаммад в исламе так воспринимают женщину. Женщина даже без мужчины, без махрама не может на улицу выйти. Почему? Потому что она может накинуться на кого-то, раздвинуть ноги кому-то. Брат не может зайти в дом своего брата, если нет у кого-то, если жена его, то есть жена своего брата. У чеченцев жена брата – это сестра. Ее принимает сестру, тесть, теща, братья, сестры, как свою родную сестру. У чеченцев так. А в исламе брат не может зайти в дом своего брата, своим племянникам, к своей сестре, жене своего брата, если брата нету дома. Почему? Потому что жена его брата, может раздвинуть перед ним ноги. Третий сатана уже кинется туда. То есть, если в исламе так воспринимается, это не значит, что так обстоят реально дела. Ни одна женщина нормальная, при его мужа захватили в плен, он живой лежит, добровольно ни одному бравому муджахиду не раздвинет ноги. Это называется изнасилование. Но вы говорите: нет, это не изнасилование. Хорошо, пусть будет по-вашему. В исламе разрешено заниматься сексом с замужними пленницами. О незамужних мы даже не говорим. Окей? Теперь давайте посмотрим, постараемся поискать факты изнасилований хамасовцами при нападении, при начале вот этой очередной, последней вот этой бойни. Так. Давайте загуглим. Изнасилованные израильтянки, да, израильтянки. Число худара, 7 ноябрь, октябрь. 7 октября. Сексуальное насилие, даже в Википедии есть статья, источники вот есть. The battle to Hechten crimes against women in Hamas attack on Israel. 22 ноября 2023 год.
29 ноября 2023 год, 27 ноября 2023 год. Вот ссылки на источники расследований. Women in war under international law. 29 ноября. How international law applies to war and why Hamas and Israel are both alleged to have broken it. Los Angeles Times. 29 ноября 2023 год. Во время внезапного нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года израильские женщины и девочки подверглись массовым изнасилованиям, нападениям и увечьям со стороны террористов Хамас. В соответствии с Римским статутом, который руководствуется Международный уголовный суд, Хамас и его боевики были обвинены в совершении актов сексуального насилия, военных преступлений и преступлений против человечества. История сексуального насилия во время войны. Вот источники. Вот. Вот расследование. Посмотрите, сколько разных. Я ни одну статью в Википедии не видел, где столько источников. История сексуального насилия во время вооруженных восходит к древним временам. Это уже история вообще сексуальных насилий. Так, BBC. Сексуальные зверства Хамас не были стихийными. Это спланированное орудие войны, заявляет Израиль. Сексуальное насилие над десятками женщин, совершенное боевиками Хамас во время нападения на Израиль 7 октября, было частью общего плана и используется ими как одно из орудий войны, уверена израильская защитница прав женщин профессор Рут Гальперин-Катари. Судя по кадрам из разных мест, подвергшихся нападению, нет никаких сомнений в том, что многие женщины были изнасилованы. Хотя ООН тянет с признанием этого факта, убеждена она. Процесс сбора доказательств сам по себе травматичен, и у многих вызвало гнев, что такие организации, как ООН «Женщины», так долго молчали о зверствах, совершенных Хамас в отношении израильтян. Но Израилю не нужна отмашка международных органов, чтобы проводить собственное расследование. Профессор, израильский юрист и защитница прав женщин, которая 12 лет была членом Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Полиция Израиля собрала более 1500 свидетельств очевидцев сексуальных зверств Хамас и медиков, которым пришлось иметь дело с последствиями. Это же подтверждают фотографии и видео, сделанные самими боевиками, в частности во время нападения на музыкальный фестиваль «Супернова». В результате ракетного обстрела, за которым последовал штурм боевиками Хамас, рейв-фестиваля недалеко от границы с сектором Газа ранним утром 7 октября, были убиты не менее 260 человек, другие были похищены и угнаны в Газу в качестве заложников. Израильская полиция расследует целый ряд преступлений от садистских групповых изнасилований до сексуального надругательства над телами убитых. В общем, мне даже... И вот этот человек, я шайтан, а вот этот человек защитник чеченцев. Я лжец, я шайтан, потому что я говорю правду, а это защитник и спаситель Аллаха и чеченцев, лжец самый настоящий, который не привел ни одно доказательство. И который заступается за вот это все. Который Хамас сделал, изнасиловал, он перевесил на Израиль и не привел ни одного доказательства, кроме манипуляций. Что и ты сам знаешь это. Вот это было его доказательство. Это просто манипуляция. А я привел доказательства, факты, расследования, источники. И никаких претензий быть не может к этим людям. Они делали все то, что делал и дозволял делать Мухаммад, и его сподвижники это делали. И это является, вот это 7 октября, то, что делали над этими женщинами-пленницами, израильтянками. Это до судного дня ты, лично сидящий сейчас там за телефоном, провержитель великий, бравый Мухаммад, веришь
что эти действия являются наилучшей нравственностью и наилучшими делами до самого судного дня. Не твой уровень, опять же, дорогой, верни уровень. Давайте продолжим теперь. Вот. И ты сейчас говоришь, что он был педофил, и вы это все это увидели. Я сейчас поставлю это, иншаллах. Худший. Ученые ислама. Где ваши ученые? Где ваша наука и знания? Вы даже задать вопрос в своем чате не позволяете. Сразу меня блокируют. Почему? У вас нет ответа? Вы боитесь, что люди услышат мой голос и отвернутся от Аллаха? Какая же ничтожная ваша? Здесь я с тобой не согласен. Я помню, когда у тебя 50 тысяч подписчиков было, я у тебя там писал, опровергая тебя и давал знать, почему ты удаляешь мои комментарии. Но я ни разу от тебя не увидел ответный комментарий по поводу моих аргументов. Да, давайте просто доверимся слову этого лжеца. Он писал там, у меня был вообще 56 тысяч подписчиков канал, когда я еще мусульманин. Этот канал я занимался там политикой, чеченских героев, биографией. Все это я начинал, я это сделал. Никто этого не делал на последних войнах умерших генералов. Их популяризировал лично я и никто. Никто это не делал. Этот канал я также критиковал Тумсу Абдурахманова и использовал несколько секундный его фрагмент. На что он обратился в Тагутский суд, пожаловался на американский Тагутский суд, послал мне страйк, и мой канал удалили. А это уже про религию вообще канал создал после этого уже, когда я полностью через год вышел из ислама. Так что ты настоящая лгунья, наложница Мухаммеда. Ты не опровергал меня. Я насчет одного канала пока не буду названия свои давать. Пока что я тебе не выдам свое название. Но в любом случае я оставлял у тебя на той канале, там, где у тебя было 50 тысяч подписчиков, я ни разу не видел, чтобы ты опровергал. Катя, вот такие дела. И по поводу педофила, когда ты говоришь, присмотрись за всеми теми, кого ты у себя на канале ставишь, кого ты там поддерживаешь. У тебя в начале, когда в некоторых своих стримах ты начинаешь, 10-11 минутные ролики бывают, кого ты там их поддерживаешь, в любом случае они же на твоем канале бывают, ты скажешь, это их речь, там, они просто проводят там примеры так-то, так-то, так-то. Но, субханаллах, значит, в исламе тоже есть. Каждый человек свое мнение, они имеют полное право слушать тех. Вообще кто-то понимает, о чем он говорит, что он несет вообще? Меня забавляет, как он пальцем указывает на Джека. Да. Каких-то людей каких-то я ставлю, я не людей ставлю, опять же, ты недоразвит, поэтому ты с культа личности никак не можешь подняться. У тебя культ личности Мухаммеда, Кадырова, Путина, Ким Чен Ына. Поэтому ты на людей смотришь и час занимаешься опровержением личностей, а не самих доводов и аргументов. И опять же ссылаешься на каких-то личностей, на личную их жизнь. Я ставлю в своих роликах слова. Именно смысл слов. И мне не важно, что это люди, кем они. Речь идет о словах. Но все-таки вы недоразвиты, чтобы это понимать. Поэтому как бы я не показываю свое лицо, скрываю голос, потому что вы будете часами, годами, месяцами обсуждать меня, мои волосы. Потому что вы недоразвиты. Поэтому, чтобы вас доразвить, я скрываю свою личность, чтобы из меня вы культа не делали личности, как обычно. И не начали мне поклоняться, там, пить мою мочу, пот мой, там, мазать себе как благовоние, как делали Мухаммеду и так далее. Пить воду, которую я там плевал, как ему делали сподвижники. В общем, мне это не надо. Кого они пожелают. Да, естественно, надо следить, как сказать, подчиняться Аллаху, его посланнику. Не надо заблуждение следовать там. Насчет этого ты прав. Я сам к этому призывал и буду призывать, иншаллах. Я сам сторонник того, чтобы подчиняться Аллаху и его посланнику. Потому что в современном мире действительно есть шейхи разные, и имамы разные.
и не все из них могут сказать слова истины. Некоторые действительно могут быть разные агенты, разные недюрные, да, вот. Некоторые среди них могут быть правду говорить, опять же таки. Некоторые из них могут не досказать, чтобы массовая такая, так сказать, проблема не была. Опять же, тут разные темы, тут с разных сторон можно смотреть, с разных точки зрения, методологии, там разные. Алло, Хезисо. Хез. И шадух комментарий шеязин нира удалять нир вош ворина ост. Я хадуйтер датер шеязин комментарий хаирязин али шертуни. مسيرة آلي شو دائما حتى أوتر حبوا أسياز نيرون أسئلة أوتر نبصات حتى أوتر هم حقا لا يازم القدر على ده. Холсивай, давайте держаться, все за руки держимся, держим кулаки, молимся за него, давайте поверим в него, может, я отца. Много чего, это уже отдельная тема будет, но я хочу, чтобы вы дослушали снова то, что он говорит по поводу пророка, согласен. هو أدلنا تيم يقين تقطع دويش ورقة تقيادة كومنتاري شازن ودلت تنبأ حديثا هاي كومنتاري هن زي شو Видео хош дуе. Опровержение, новое. Ничего, опровержение. Try, it's YouTube try. Ikran gushiatsa. Гушу. И ссылку посай канал тоже. Кусарён. Канал тратал свой. Ну, хайла канал тратал. Эфириация, опровержение. Комментарий штани. А сейчас чак моя ла хар кусарён, чукон кажа. Хайла цунга ожарва. Короче, кусарён. Хай канал я любое видео. Хар хинц вечел опровержение не бошел. Канал такой видео и изначально, короче, Шадек ответил, что уже ахяла видео. Иду Шадек. А сейчас дама я харчу кусарю. Хайла хакуга ожарво изначально. Ой, как бы, опровержение его, короче. Но на самом деле смешно получилось все, короче. Типа, весь довод его выерхал. Инзари умштуйте. Ты это знаешь, ты же сам это знаешь, короче. Обычная манипуляция и аргументация. Ты это знаешь, Оцер, я это говорил. Элэцэ ошум цэдуй ты шайхом хацэ Оцер. Давай, и после того, как я потом... Я принимаю твой вызов и отвечаю, я сначала буду тебя опровергать, и после того, как я потом закончу свое опровержение со всех этих роликов, чтобы ты не избегал. Вот мои аргументы, все, что первая часть, это вторая часть будет, третья, четвертая, пятая, шестая, выйдет за тобой, иншаллах. И потом, как только я посчитаю нужным, что нужно тебе допрос сделать, потом мы допрос сделаем, после допроса, если я посчитаю, что нужно, и дополнительно второй твой вызов принять, иншаллах. Если я это посчитаю нужно, и мы второй вызов тоже примем, иншаллах. Из нашей чеченской среды, куда ты сейчас? Он что говорит? Он принял вызов, что ли? Где он принял вызов? Хайморс. Som på möter found i Lysvik och två Lysvik som tunde Какой вызов принять? Ты сейчас мечаво. Сейчас один мало, опять будет сумштуч. И рубат, шабат, типа, пух накинуть, я шующий. Петя, антитеррори, опровержитель, пока видео, швое, связи веровал, швое, можно, минуту я подписываться, да, Петя. Поэтому вызывают на диспут мусульманина или любой другой нации на защиту ислама фуача. Мы не атеисты, мы не вероотступники, мы не богохульники, мы куплены духом, призванные разрушить оковы мрака и невежества, распространяя знания и свет. Я, свободный чеченец, бросаю вызов арабскому богу Аллаху и самопровозглашенному лжепророку Бедуину Мухаммеду в любое время, на любой площадке. Маша Ойла, оставайтесь свободны. Да, он не атеист, он свободно любимый там туда-сюда. Когда он захочет верить в Бога, кстати, насчет этого я тоже делал ролик, когда он захочет отвергает этого Бога, короче, не поймешь, что у него там в голове, ну ладно, не будем об этом. Плановый. Опять же, не будем об этом, там, я уже делал это, поверьте мне на слово, он то верит в Бога, то не верит, короче.
Я в день в каждом эфире мне заходят такие обезьяны по 5-6 штук, приматов, особей. Холла, да, из подопытной клеща, там, первая проба там не получилась, испытание, вторая крыса, третья крыса, це холла, да, разделишь. Там третий подопытный, там, четвертый подопытный, там. Это название шкуркция. Да, гёвышем там. В общем, и... Тест объектом, Тест объектом, Ну да, и тестировать я же подопытный клещ. Тест объект один, sample, тест объект разные. Экземпляр. Нет, Экземпляр. Да, Нет, экземпляр, да, это больше. Не экземпляр, sample, образец был. Образец один, образец два, английский. Да. Sample Да, all, несколько подобных. Да, несколько вот этих образцов, короче, приматов заходит ко мне в день, каждый эфир почти что по 5-6 штук. И каждому я отвечаю на одни и те же вопросы, хотя у меня есть правило в группе не говорить обо мне, о моей душе, во что я верю, потому что это не имеет никакого отношения, является ислам правдой или нет, но я все равно отвечаю этим вопросам, чтобы они как-то развились, чуть-чуть стали выше, уважаю их, как бы, их просьбу и отвечаю каждому. Каждый раз я говорю, да, я верю в Бога, я его не знаю, мой разум его не догонит, я осознаю свое положение и его положение, что я не способен постичь его, говорить о нем. Именно все это для идолов, которые были людьми придуманными, я на него не буду никакие вешать. Я его не знаю, но я верующий человек, я верую в Бога. Я день 5-6 раз это говорю. А ты говоришь, опять же, свою ложь, что я то верю в Бога, то не верю. И опять же, твое доказательство их нет. Ну, не будем об этом. Опять же, какой он палаты? А это с палаты ЧКТРК Грозный. Я его уже вычислил. Сказал методы для людей тоже, как можно вычислять, кто откуда, на кого работает. Он это выдал. Он сослался, когда я сказал Мухаммед педофил, здесь на этом ролике. Он говорит, это оскорбление, и потом не приводит никаких опровержений, что нет, Мухаммеду не было 53 года, 50 лет, что у него были зубы, что он не был беззубым стариком, и что Айша не была 6-летним, 9-летним ребенком, которая играла в куклы, и еще в доме Мухаммеда играла в куклы с подружками. А когда Мухаммед заходил, эти маленькие девочки прятались, ее подруги, а потом Мухаммед призывал их, идите сюда, не стесняйтесь, продолжайте играть. То есть он не привел никаких аргументов, что это неправда. Вместо этого он ссылается на российский закон оскорбления чувств верующих. И типа я действительно оскорбляю, и я, Шарли Эбдо, мы, называя педофилом Мухаммеда, занимаемся оскорблением. Я открыл статью научную, что означает педофил, провел чуть-чуть лекцию по научным терминологиям, подразделениям сексуальных предпочтений, как бы. И он показал, на кого он работает, сославшись на российский закон. А вот ник посмотрите для отвода глаз латиницей. Это типа я живу в Европе. Чечение. Это вообще какой-то не английский даже алфавит. Это латиница. Специально ник муслим Чечение. Типа он из Европы. А мы-то люди не тупые. Правильно? Правильно? Да. Если существует оскорбление чувств верующих, то должно быть существовать и оскорбление чувств неверующих, да? Абсолютно верно. Только хотела сказать это слово. А наши чувства, они что, не чувства, что ли, да? Но я прочитал дальше хадис,
Сахих Бухари, 33-ю книгу о джихаде и военных походах, главу 1, даже глава называется «Дозволенность нападения на язычников, которым дошло приглашение к исламу без предварительного объявления войны». То есть нас убивать можно, а мы словом даже не можем противостоять. Слышали, что он говорит по поводу пророка, что он педофил, он говорит, не забывайте, он сказал, он обязательно ответит, иншаллах. Пусть не в этом мире, то иншаллах он в следующем мире ответит за эти слова. Типа, не он ответит, что Мухаммед не педофил, а я отвечу, не в этом мире, так в следующем мире. И это не призыв, чтобы вы ему кому-то что-то сделали плохое. Это не призыв. Если я оскорбил твою... Это уже, вот, вообще, с чего он взял призыв. То есть он сам выдает, к чему он призывает и чем занимается. То же самое делал и Макалов. Ханес, из его речи понятно, что он сторонник теории мультивселенной. То есть в этом мире, в том мире Бог. Здравствуйте, ребят. Я извиняюсь, я случайно попал в чат. А о чем вообще этот чат? Я просто не в курсе. Не мог ты случайно. Это чисто чеченская тусовка. Я не чеченец, да. Никаких проблем. Продолжим. С твоей матери, да, вот ты бы на следующий что-то сделали плохое. Это не... уже мою мать, короче, сюда. Что он говорит? Если я оскорбил твою честь, твое достоинство твоей матери, что-то сделали плохое. Это не призыв. Если я оскорбил твою честь, твое достоинство твоей матери, да, вот ты бы на следующий день вышел бы за мной с ножом и постарался бы меня лишить либо жизни, либо отрезал бы мне голову. Если моя мать проститутка, и ты сказал бы, что моя мать проститутка, я с ножом не вышел бы. Если бы мой отец был бы педофилом, и ты сказал бы, что он педофил, я не вышел бы с ножом на тебя. Так не работает, чувак. Это только в вашем мире, вот этом обезьяньем работает. Если человек говорит правду, то даже если он говорит правду, руководствуясь правом сильного, вы можете как-то заткнуть его. Это так не работает у меня. Меня не надо сравнивать с приматами. Опять же, не твой уровень, дорогой. Верни уровень. Да, вот не я тебе, а ты мне. Но никто не сделал бы тебя террористом, либо никто не сделал бы тебя ваххабитом или хариджитом, никто тебя экстремистом не сделал бы. А если мусульманин за то, что ты оскорбляешь честь мусульман, если сделал бы, то против мусульман весь мир стал бы. И это мы прекрасно знаем. Сегодня это мы видим. Я вообще мусульман не оскорблял, я этим не занимаюсь. Я говорю про ислам, про саму идеологию, что чеченцам подсунули под видом доброго, которого чеченцы не открывают до сих пор. Вот я начал это открывать людям, и люди начали сами открывать, понимать и выходить из религии. Я мусульман не оскорбляю. Видим в Палестине. Сегодня это мы видим в Мьянме, Бирме. Сегодня это мы видим в каких странах еще. В Мьянме, Бирме. Опять же он показывает, что он чуть-чуть запоздалый работник, опять же, марионеточной власти на территории Чеченской Республики, потому что когда убивают там, про Китай, где целый народ там держат заложников, да, в лагерях, никто не выходит. Почему? Потому что Китай как-то союзничает и дружит с Россией. То есть власть не позволяет. А Бирма, Мьянма, это вообще, короче, то, что дозволено говорить. Там почти весь город вывели, Адам, который все собрались, этот концерт устраивали. Ну попробуйте про Китай этот концерт устроить. Пока Путин в добрых отношениях с китайцами, с Китаем, вы никогда этого не сделаете. С вас сразу снимут штаны. Так что твоя латинское твое название, которое ты здесь написал, оно не действует. Я не такой тупой, может, на твоих зрителей это может подействовать, но на меня не действует. Я уже знаю, кто ты. Их речь, там, они просто подчиняться Аллаху. Первая часть, это вторая часть будет. Он не атеист, он свободно любил там туда-сюда. Не забывайте, он сказал, он
обязательно ответит, иншаллах. Пусть не в этом твою честь, твое достоинство, твою мать. Но никто не сделал бы тебя террористом, никто не сделал бы тебя ваххабитом или хариджитом, никто тебя экстремистом не сделал бы. А если мусульманин за то, что ты оскорбляешь честь мусульман, если сделал бы, то против мусульман весь мир стал бы. И это мы прекрасно знаем. Сегодня это мы видим в Палестине, сегодня это мы видим в Мьянме, Бирме, сегодня это мы видим каких-то... Опять же, это полная ложь. Все мировое ЛГБТ, вся Европа развешана палестинскими флагами. Устраиваются митинги прямо перед Белым домом в Америке, поддержку Палестины и вот это изнасилование, которое мы сейчас привели. А ты сидишь и говоришь, что весь мир поддерживает наоборот, когда мусульмане вот так что-то защищаются, и когда убивают мусульман, никто на это не смотрит и поддерживает тех, кто убивает мусульман в Мьянме, Бирме, в Палестине. Это полная ложь, полнейшая ложь. Бирма, Мьянмар – это одна и та же государство, это одна страна. Хорошо. И плюс Бирма, Мьянмар очень хорошие отношения с Россией. Они очень хорошо дружат. Бирма, Мьянма вообще что такое? Где они дружат, когда они дружат? Где ты видел встречу Путина и президента Мьянмы? Есть там еще русский язык изучают в Мьянмаре. Бирма – это одна и та же страна. Военные, и они покупают русское оружие сейчас. Хаймер, вот его произношение, там, немножко насилия у него. Да. Но это оружие снимать, аж была Бирма, Мьянма, это митинг же это давно было. А он запоздал чуть-чуть. Лаврову, ты что, сразу они не знали, что там 40% оружия им продают. Лаврову, сразу Уйгурцам поступали китайцы, твои братья, да, вот. Сегодня это мы видим, как сирийцами поступали детьми. Во всем мире мы это видим, да, вот. И, кстати, теми чеченцами, которыми ты гордишься, среди них было действительно и мусульман, которые приняли ислам, вот, отдавали свою жизнь, да, вот, и на пути Всевышнего. Там, указывают свои вероубеждения были, да, вот. Вот такие дела. Среди них были, не забывай, которые спасли твою голову, твою задницу, да, вот, твою задницу, пятую точку. Среди них были и верующие мусульмане, которые спасли тебя. И спасли и меня тоже. Не забывай про это. Не забывай. Причем тут верующие, причем тут ислам, причем тут политика. Вообще непонятно. Про это, хорошо? А ты сегодня оскорбляешь людей. Кто когда тебя спас, я не понял. Губичули, губредничали. Типа какие-то верующие, типа умирали муджахиды там и так далее, спасли мою Когда я спасли, причем они наоборот мое государство уничтожили, вергли мой народ и меня и утопили в крови, погнались за Удуговым, за другими ваххабитами в Дагестан, привели Россию и отняли у меня мое государство и мое детство. Не знаю, как они меня спасли. Если это сейчас я нахожусь в спасении, то если это спасение, то не знаю. Спасенный оставляет бутылку. Спасенный беш на бутылке хоушер мабацер. Спасенный, это значит спасенный. Да, да. Потому моя. Вist мало. Это он уже на маску указывает, как будто твое лицо. Я просто угораю с этого. Вот этот чувак, он рассчитывает чисто вот на, как тебе сказать, на самые низшие слои населения, да, эмоции, когда он там мусульмане, бедные, униженные, там Бирма, Гунядин, Палестина. Это все чисто манипуляция вот этими сознаниями. Это, по-моему, Геббельс. Да, и основной там упор делается не на образованного человека, да,
она очень-очень необразованного, мягко говоря, я вот так скажу. Это, по-моему, метод Геббельса или кого Тесла. Вот скажи ты народу. Селедка, да. Да. Накинуть на тебя что можно, чтобы потом ты оправдывался, короче. Иствати, боже. А за это время они накинут еще мешок такого дерьма. Не, людям это тоже, но вот этот момент, там тоже один из них сказал, народу, там, людям не нужна правда. Просто действуйте на их эмоции, и вы сможете повести их. То есть необразованные люди. Толпа всегда тупее, чем одна личность. Хотя толпа состоит из множества личностей, но их общий интеллект, он гораздо хуже, чем самого тупого из них. Да, даже в школе, когда ты в классе с другими учениками, ты можешь там поздорить с учителем, там поприкалываться, все посмеяться, а когда учитель уже в конце урока все уходят и с ней наедине остаешься, то ты уже включаешься и не понимаешь, что ты творил, что ты делал, вообще у тебя слов не бывает, и она тебя просто отчитывает. Ты, ребенок, вообще не вдупляешь, что она говорит, что ты сам творил и что делал. А это называется коллективное сознание, коллективное бессознательное или коллективное сознание. Да, в коллективе ты не столько логически думаешь там и разумно, рационально, сколько думаешь о реакции других. Да, то есть эмоции. Твой этот разум испытал короче, ты ставишь ему это ограничитель. И ты смотришь на самого горластого, самого тупого из этой толпы, и твой ограничитель ставится именно на этот уровень. Поэтому я говорю, я вывел социальный закон, который говорит, что общий коллективный разум толпы, он, короче, равен самому тупому из них. Хотя вроде бы должен был мультиплицироваться, умножаться. Да, это, по-моему, еще Платон или Аристотель или Сократ говорил там. Легче одурачить толпу, чем убедить их в том, что они одурачены. Только это Марк Твен, по-моему, американский там, писатель сказал, кажется. Что-то оттуда. Но древние греки, там большинство цитат, они придумали, что мы используем. Так что все что было изобретено до нас, это все придумали до нас еще. Битвах, на полях сражений. Опять же таки, среди них могли быть разные. И неверные, разные. Я ничего насчет этого не говорю. Я в общем контексте сейчас тебе это говорю. Не забывай про это, хорошо? Хотя бы... На полях сражений вот эти твои братья муагиды не были, они были там в больницах, точнее в школах, нордостах и так далее. Поля сражений не было во время Второй войны. Твои братья-мусульмане там весь народ забудулачили, обдулачили, радикализировали и разбежались по лесам во Второй войне. Это не было полем сражений. Там не было полей, хотя некоторые там командиры, некоторые были исключения. Но большинство уже 90%, можно сказать. Просто воевали, убивали чеченцев. То есть эта война уже была гражданская. Ночью со спины огромное количество достойных людей было перебито друг другом. Лично из-за твоего ислама сегодняшнего, на который ты ссылаешься, который никакого отношения не имеет к нашим отцам, дедам, прадедам, бабушкам и так далее. Они знать не знали про ислам, который мы знаем сегодня, и никогда не поверили бы, что чеченцы начнут убивать друг друга. Твой ислам, который ты защищаешь, привел нас до сегодняшнего вот этого состояния. Хотя бы чисто за уважение к этим людям ты должен был постесняться с тех вещей, которые ты сейчас говоришь. Но ничего, мы продолжим сначала. Я уважаю этих людей, и в каждом эфире говорю, отдаю им дань уважения, кто сражался за народ, а не за большие сиськи и груди гури, за тех, кто сражался за чеченцев, за свою землю, хоть и в Первой, хоть и в Второй войне, без разницы. Отдаю дань уважения, пусть земля им будет пухом.
да лазлат обладольцев, да делал больше. В каждой эфире это говорю. Никаких претензий к ушедшим людям. Я не занимаюсь урыванием могил, доставанием оттуда трупов этих людей и осуждением этих людей. Это меня не интересует. Они были людьми своего времени, и мы их судим по поступкам, а не по религии. Мусульмане были и те, кто их убивали, те, кто воевал против России, их убивали тоже мусульмане, говорившие на чеченском языке. И сегодня чеченцев убивают чеченцы, то же самое мусульмане, по разным акидам. Поэтому мы говорим, я говорю о самой религии. Из-за того, что кто-то где-то был мусульманином, и он сделал что-то хорошее, руководствуясь своими человеческими принципами и своим нохчалло, свой народ и так далее, из-за любви к своему народу, к своей земле. Это никак не относится к теме сегодняшней. Об обсуждении ислама и об изучении его более глубинном, которым они не могли заниматься. Они воевали, они были на войне, они не были в медресе, не учились в медресе. Жрецами, имамами, булами и так далее. Но никак не ученые. Ученые проводят опыты в лабораториях, делают открытия полезные человечеству. А что дали человечеству за 1400 лет жрецы языческого Куба в Мекке? Приближен мочу и человека для подражания с педофильскими наклонностями. С педофильскими наклонностями, вы слышали? Который не умел ни читать, ни писать. Да, он действительно не умел ни читать, ни писать. Но откуда он мог знать, сколько знамений? Наше знамение, иншалла, мы докажем. Кстати, мне писали комментарии, его прихвостни мне писали. А откуда у тебя есть у вас доказательства, что ислам это истина? Иншалла, мы отдельный ролик сделаем, мы приведем научный... Опять же, пух. Ни хрена он не приведет. Мы это прекрасно знаем. Ему для этого там нужны будут... Сам он полный невежда, это уже видно. Для этого ему будут помогать знающие ислам. И они прекрасно знают, что в Коране нету никаких научных чудес. Что это рассчитанное просто Закир Найковская и турецкого сутенера вот этого Аднана Актара, который был под псевдонимом Харун Яхья. Что это абсолютно ничем не подкрепленная мулька. И эту тему он не сделает. А если он ее сделает, он опозорится полностью. Поэтому он ее не сделает. Потому что мы ее просто уничтожим пух и прах. И зная это, настоящие, знающие ислам алимы, они уже открыто опровергли все эти научные утверждения и закрепились на мнении, что Коран – это не научная книга, а религиозная книга. Для подтверждения этого факта покажу вам большого ученого Халида Аль-Фулейджа о солнечной системе по исламу, как обстоит и солнечная система, как построена солнечная система. В исламе? Да. По Корану. Плоская земля, плоское небо. Да, там и помимо этого. Сейчас. Сейчас, секунду.
Небо благодаря могуществу, и мы его расширяем. Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем. Заряд 47 аят. Это то, что в Коране. Ученый Эдвин Хаббл, который создал телескоп Хаббла, этот человек, благодаря этому телескопу, он начал исследовать глубже Вселенную. И он выдвинул теорию, что правда, Вселенная расширяется. И он потом доказал, что Вселенная расширяется. Но Коран нам об этом рассказывает 1400 лет тому назад. Аллах не сказал «Инна ля муассиун» расширяющий. Он сказал «мусиун». Мусиа от слова «са» мощь, кудра, сила. То есть и мы способны творить. Вот такое толкование сделал Ибн Аббас. Вот Ибн Аббас есть второй тафсир. То есть и мы пропитаем, даем риск творениям. И даже если мы возьмем толкование Табиина Ибн Зайда, что Муся означает расширяющий, то он сказал аусаага, он ее расширил до этого. То есть не сейчас расширяется, а Аллах при сотворении расширил еще изначально, тогда. Ихва, читайте тафсир ас-салафу салих. Это, кстати, у него уже серия вот этого, это дагестанский студент, довольно-таки хорошо знающий ислам, разбирающийся еще помимо всех этих хадисов, Корана, еще и вот этими учеными трудами. Вот сзади него вот эти книги, я уверен, что он их всех читал, он настолько любит свое дело, действительно знает ислам и является ахлю сунна. Мы выяснили как-то передача, что и расширяющий дождь датцига, это Раска Якулиев или кто-то там вписали или в интернете, а на английском не было никакого расширяющего. Да, так оно расширяется, и тоже эта теория, там уже большие дыры, уже новые данные. И она Нету как этого бы... слова. В том-то и дело, что это слово даже они притянули за уши, его нет. Да, это из той же серии все и остальное. Вот теперь вот этого еще, Халида Фулейджа. И вот этот... Мы воздвигли небо. Вот этот Джаузи, вот Джаузи его зовут. У него уже серия вот этих роликов, где он опровергает вот таких вот дегенератов, которые повелись на Закира Найка и вот этого турецкого сутенера Харуна Яхья. У него целая серия вот этих роликов. Он тоже вам объяснит. Вот этот Халид Фулейдж, тоже большой алим в исламе Ахлю Сунна. Тоже слушаем его. Солнце и Луна движутся вокруг Земли. Некоторые из них говорят, что Солнце неподвижно, а Земля и Луна крутятся вокруг Солнца. Это неверно. Это Солнце крутится, как сказал Аллах, и Солнце плывет к своему становищу. Поэтому Солнце крутится над Землей, и его вращение занимает 1 день и 1 ночь. То есть за одни сутки оно делает полный оборот, из-за чего наступают день и ночь. Также у него есть годовые обороты. Это места восхода и места захода, из-за чего на Земле бывает 4 времени года – весна, лето, осень и зима. В зависимости от того, как Солнце крутится над Землей в течение года, потому что у Солнца есть 180 точек восхода на 4 уровнях. То есть, по исламу, не Земля, Луна и другие планеты крутятся в Солнечной системе вокруг Солнца. А наоборот, Земля стоит, Солнце крутится вокруг Земли. И он хочет какие-то научные чудеса, в общем, привести из ислама. Если он, из науки, подтверждение научное, из Корана, который там не могли знать в 7 веке, если Мухаммед не пророк. Так если ты будешь опираться на ислам, говорит, что Земля стоит, Солнце крутится вокруг Земли. Давайте теперь на науку сошлемся, на которую ты хотел сослаться. И посмотрим, что тебя там ждет. Солнечная система. Из греческих и вот римских источников Хиллел и Птолемеевской системе и эпицикл еще, где Солнце крутится вокруг Земли.
Там есть и вот эти 108 историй. Я Он в всё это курсе. оттуда взял. То есть старинную книжку, римско-греческую астрономию взял. Вот. Мне понравилось, как он показывал правильно вертикально, вот как будто Земля плоская и Солнце под Землей идет. Он правильно показывал, как думал. Давайте тогда для вот даже названия ролика. Ну, у них же образования нету, в школе они не учатся, как там отвечают мусульмане. Ну, школа, история, наука, все это же мне не поможет перед Аллахом, когда вот у них спрашиваешь, почему вы там образование в школе не учитесь хотя бы. Вот если бы учились бы, не велись бы на этих сутенеров всяких, Закиров, Найков, Адидасов. Вот, даже видео называется прям так. Солнечная система, развивающая видео для детей. Вот для детей объясняю тут. Я думаю, это надо показать для таких мусульман, как ты, опровержители. Вот земля. Вот. А где черепаха? Я хочу слонов и черепаху. Они Да, невидимы. Нуна увидеть. Нун, где Нунки? Рыбу, да. Вы можете пожарили, съели же. Ну, понятно, да? Даже детям понятно, что говорит наука о нашей Солнечной системе. И что им ждет? Если мы как науку возьмем как авторитет. Ислам сразу полностью летит в тартарары и опровергает. То есть сам себя выставил в ногу, поэтому он этого делать не будет. Я это говорю лично. Ты этого делать не будешь. Ты не приведешь ни одного научного факта в соответствии то, что было бы в Коране, которого не знали в 7 веке, что сегодня наука подтверждает. Ты этого не сделаешь. Я это лично говорю. Армат, вчера в твоем чате человек сказал, что великим чудом является то, что в то время, в 7 веке, они узнали, что у человека есть 2 руки, 2 ноги, голова, и он умеет разговаривать. Да, и капля нужна, чтобы ребенок получился. Тогда не знали. Это чудо. Научное доказательство, иншаллах, мы докажем, что ислам это истина, иншаллах. Мы не уйдем с этой пути, иншаллах. Мы докажем всему миру, что ислам это истина. И нету никакой истины, кроме ислама. Мы Всему миру такая. Уже человек думает, что его слушает весь мир. Уже мечтает. это всему миру, иншаллах, докажем. Но докажем мы это на основе честности, на основе, что мы не будем оскорблять, мы не будем похожи на этих людей, мы не будем говорить, что те, кто не принимает ислам или оскорбляет ислам, они педофилисты, мы эти вещи мы... Но если ты это даже не говоришь, это говорит ислам. Ислам называет многобожников, язычников наджасом, нечистью. Это уже оскорбление. Это всех моих предков, твоя религия. Почему-то, когда вы всегда приводите чеченцев из прошлого, ссылаетесь на близкий период, когда мы приняли ислам. Это 17-й, принимали уже, начали принимать ислам с начала 17 века. А это история нашего народа где-то 5%. До этого 2000 лет почти что. Из них только 300 лет мы некоторые начали принимать ислам. А ислам, о котором говоришь ты, мы приняли 25 лет назад, когда потомки курайшитов, в кавычках, чеченоговорящие, пришли из этих пустынь и начали до нас доносить, что на самом деле является, оказывается, истинным исламом. То есть 20-30 лет из 2000 лет истории – это ничто. Вы ссылаетесь, что я оскорбляю их, хотя это не так. А сами приняли религию, которая 99% поколений нашего народа называют нечистью. То есть ты согласен с тем, что все наши предки до
21 века были нечисти. Если даже ты это не будешь говорить, ты защищаешь религию, выступаешь в защиту религии, которая их называет нечисти. Так что тут каким бы ты хорошим, каким бы ты сам милым не был, это никакого отношения к теме разговора не имеет. Но, опять же, это не твой уровень. Верни уровень, дорогой. Не будем отвечать их, пусть даже среди них будут такие. Мы просто красиво донесем, как это донес, иншаллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот такие дела. Что касается... Как донес пророк, иншаллах. Что донес пророк, и я нигде не видел, я видел только, как он призывает людей покориться, и когда они отказываются, он их истребляет. Ну, его люди их истребляют. И оставляют тех, кто принимает ислам. Сура 9, 29. Сражайтесь с теми людьми из Писания, которые не веруют в Аллаха, не считают запретным то, что считает посланник Аллах и его посланник, которые не веруют в истинную религию, не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Наше знамение, в Коране полно их есть, и мы их, иншаллах, приведем со временем. Не забывай об этом, не забывай. Единственный довод и донесение Мухаммеда, аргумент, это был меч. Других я не видел. Если есть, пока, пожалуйста, приведи доказательства. То, что ты сейчас сказал, и я не забуду, иншаллах, мы насчет этого отдельный ролик сделаем. Вот такие дела. И не говорит... давайте я сейчас покажу фото карикатуры на его канале. Так, если сможем найти. Так, вот. Это, опять же, повторяю, это не мой канал. Я никакого доступа к этому каналу не имею. Изначально он сказал, что это мой канал, и строит, будучи... меня он называет шайтаном. Это типа я лгу. Если лжец является шайтаном, то ты доказал, что ты самый настоящий шайтан. Или приведи доказательство, что этот канал является моим каналом. Опять же, обычно мусульмане, они не образованы, невысокого интеллекта, 99,9,9,9%. Поэтому он доказательства не приведет. Он сейчас будет действовать на эмоции. На эмоции, типа там карикатуры, видите, поэтому это его канал, поэтому это он, это доказательство, сейчас на эмоции ссылается. А между этим можно и все накинуть, короче. В исламе карикатура. Пророк Мухаммад воин или трус, вторая карикатура. Военные походы пророка Мухаммада, это туда пока ничего не видно. Так, эти три карикатуры мы взяли, видели. Так, ислам оскорбляет женщин, карикатуры. Субханаллах, наоборот, ислам защищает честь женщин. Хотя честь женщин, единственная религия, которая честь женщин защищает, это ислам. Хотя... мы это уже не будем возвращаться к нему, у нас есть отдельная лекция. Я не могу порвать. Единственная религия, которая защищает честь женщин. Да, даже мы-то привели, он говорит, женщин. Кошмар ужасный. Ладно, если бы он сказал честь мусульманских женщин или мусульманов, то это тоже было бы как-то, да, хоть это тоже ложь, но можно было бы там как-то отнестись как нормальному человеку. А он общий женщин говорит. Мы об этом уже сегодня говорили, и у меня есть отдельный эфир «Женщины в исламе», где я привожу сахих хадисы, где Мухаммад сравнивает женщин с лошадьми, называет их, что у них ограниченный разум, что у них только половина разума мужчины, что они ограничены в разуме, также они ограничены в религии, потому что у них месячные. Аллах не сам им, оказывается, сделал им месячные, а это кто-то другой, или они сами из-за своей, подлой души, которую Аллах не создавал, они сами согрязнили свою душу, и у них начались месячные, что плохо в религии, поэтому молиться нельзя, то нельзя. И они микрофон, а еще гнилут его. И они ограничены в религии, отдельная тема есть. И насчет вообще женщин, если говорить, мы сегодня уже привели аят, где с ними даже можно
заниматься сексом с пленницами. То есть, наверное, лежа с захваченным плен живым мужем, лежа под муджахидом, эта женщина, наверное, верила, что это защита ее чести. Это так выглядит. Но он никакого, опять же, доказательства не приведет, что ислам защищает единственная религия через женщины. Он никаких фактов не приведет. Он продолжит давить на эмоции, карикатуры. Там. Вот я уверен. Но давайте поверим в него, давайте держимся все за руки. Цезарь. Он вообще понимает, что такое карикатура. Он картинки показывает, говорит, что это карикатура. Да. А это кликбейт, если ты не понимаешь, чуть-чуть, не знаю, я помогу тебе хотя бы чуть-чуть образованным стать. В школе ты не учился, ладно. Я хотел сказать. Но он продолжит, в общем. Но давайте поверим в этого парня, держимся все за руки, молимся за него, он приведет доказательства. Давайте поверим, что ислам это единственная религия, защищающая честь женщин. Давайте сейчас поверим в него, он приведет. Вот так вот. То, что вы насилуете мусульманских женщин, про это вы тоже молчите. Хотя да унизит тебя Аллах за то, что ты про это молчишь. Вы насилуете мусульманских женщин. Опять же, никаких фактов не приведет. Просто продолжит на эмоции. Исламская пропаганда. ТикТок написано. Опять же, тиктокеры есть разные. Мы не забываем про это. Есть люди, которые показывают, насчет этого мы в первой части говорили. И насчет лицемера тоже мы в первой части говорили. Такие дела. Смотрите, что они вытворяют. Я это фото не буду показывать, потому что это харам. Субханаллах. Вот такие дела. Вот смотрите. То, что он унижает, выставляет женщин и в униженном виде, да погубит тебя Аллах, а? Да погубит тебя Аллах. Да чего же ты отвержен от веры, а? Вот, видите эмоции. Да погубит тебя Аллах. Да унижен ты. Я это не буду показывать, но давайте не пошли дальше. То, что ты унижаешь этих женщин, честь покушаешь на этих женщин, показываешь их причиндалы, да, вот. Не говоришь про это. Давайте пошли дальше. Нету причиндалов, дебилу, скажите этому. Что показывают женщины? Нету причиндалов, говорю. Опять же повторяю, что это мой канал. Повторюсь, это не мой канал, никакого доступа к этому каналу я не имею, я им не управляю, даже ничего не советую. Меня просто спросили, можно выкладывать, несколько людей за все это время спросили у них на канале, можно ли выкладывать, я всем позволяю, всем разрешаю, как бы никаких проблем. И кто-то выкладывает ролики. А ты повторяешь опять, что это мой канал, что это я делаю. Нет, это я не делаю. Ты лжешь опять. Аиша изменила пророку Мухаммаду. Да унизит тебя Аллах. Видите? Все ради бури. Смотрите, как он делает карикатуры. Смерть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Смотрите, сколько у него... Я даже не буду показывать, чтобы... Я не хочу, чтобы у меня на канале было. Типа эмоции, видите, не привел ни одного доказательства. Как мы поверили, но, извини, огорчил ты нас, парень. Дальше, думаю, тебе верить уже смысла нет. Опять же, эмоции, он камеру увел, какие-то внутри, какие-то там. На эмоциях быстро снятый ролик, короче, плохо. Поддержите, подпишитесь, поставьте лайк, пожалуйста, please, don't help me. 18+. Кто не понимает, 18+, напишите в интернете, я не советую такое написать. Я не хочу, чтобы на моем канале было 18+. Пусть это на его канале будет, так как это к нему лицо это идет. Опять же таки, я не призываю его, чтобы он это делал. Хотя, жена-ненавистник ты, во-первых. И, как сказать на русском? Жена-ненавистник. Жена-ненавистник, Парба, представить, это говорит тот, который защищает жена-ненавистника, естественно, который всеми своими там делами, поступками показывал абсолютную ненависть к женщинам. Да, абсолютное презрение. Он даже сказал, что если бы там не было бы ширком, то после Аллаха я бы сказал женщине поклоняться мужу. У меня немножко проблемы с языком, в любом случае. Я Аллах, что у него на канале творится? Я Аллах, как он... Головой, а не с языком. Вот видите, на эмоции, как я и говорил, на эмоции. Другим показывать арам, но сам смотрит. Просто это сумасшествие.
кормление грудью взрослых мужчин в исламе. Вот ты даешь, Аллах, смотри, что он вытворяет. Такие дела. Вот это канал. Фиксируйте себе, блокируйте, жалуйтесь, не оставляйте это. Вот такие дела. Вот. Что я хотел сказать? Ты женоненавистник, и ты, как сказать на русском? Mažo, kad mažo sladolaš. Озабоченный человек, озабоченный. Вот твои... Что я хотел сказать? Ты женоненавистник, и ты, как сказать на русском? Снова забыл про это, субхан. Озабоченный. Вот твои фото, твои карикатуры. Хорошо, дали. Женоненавистник, и ты, как сказать на русском? Снова забыл про это, субхан. Озабоченный. Твои фото, твои карикатуры, это говорят о том, что ты озабоченный. Хотя у тебя отдельные ролики на некоторые темы тоже есть, насчет этого мы тоже затронем, иншаллах. Не переживай. Мы это все будет детально все показывать. И не говори, что это не было. Я вам это все показывал, доказывал, и мы отдельные другие ролики тоже будем доказывать, иншаллах. И насчет истинности ислама мы тоже это, иншаллах, докажем. Короче, он за весь эфир что-то, оказывается, доказывал, а мы не заметили. Вот так вот. На этом я уже заканчиваю, и больше вас не смею задерживать. Увидимся с вами в третьей части. Как ваш верный слуга, не смею вас больше задерживать, дамы и господа. Я вам столько дерьма в голову налил, вот настолько я вас уважаю. Увидимся с вами в третьей части, получается, да, вот так вот. И вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Валь ахир давана, вальхамдулиллахи раббил аламин. Истинным верующим мусульманам. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الصلاة والصلاة صلاة Оливье Винегрет Цезарь во мне من يهده الله فما يضل له يا أحبك أخي أخوة. Мощно ты это сделал, брат. Да будет доволен тобою Аллах. Ты унизил его, этого униженного шайтана, армию Иблиса. Аллаху Акбар! Слово Аллаха, сколько бы там неверующие кафиры, исламофобы не пытались потушить свет Аллаха, никто не сможет его потушить с такими братьями, как ты. Да будет доволен тобой Аллах, и все рыбки во всех океанах мира, и все ослы, и все верблюды да будут довольны тобой. О, верный раб Аллаха, воин ислама, лев Аллаха. И да, увидимся в третьей части. С нетерпением ждать будем твоих видео очередных. Ставьте лайки ему, братья, подписываемся. Я лично подпишусь на него. Мне этот канал очень сильно понравился. Вот, подписываюсь, ставлю лайк, пишу несколько комментариев. Воин, ты лев Аллаха. Ахи, Муджахид ислама, Хабиби, защитник Корана и Сунны, да будет доволен тобою Аллах. Уазза ва джалля. Все. Я твой фанат, брат мой. Полностью буду ждать. Даже вот колокольчик надо нажимать, чтобы если он кинет новый, закинет новый эфир, чтобы нам вот здесь приходили уведомления. Чтобы он закинул видео новое. Будем с нетерпением ждать его, чтобы нас лично уведомили, если он закинет новое видео. Мы будем ждать, брат мой. Пожалуйста, не прекращай свою борьбу. Воистину ложь зло. Однако мы бросаем истину, ложь и разбивается, исчезает. Вот сам себе лайк поставил, красавчик, правильно сделал. Я не смогу это сделать, я бы у себя на канале сделал бы это. Но ты это сам сделал, поэтому красавчик, молодец. Вот тут тоже ответим. Воистину никто не сможет потушить свет Аллаха.
Уазза, Джалла. Все. Вот так надо поддерживать. Все тоже поддержите, мои зрители, вот так. Это очень хороший экспонат, когда нам будет грустно, когда вся эта тема нас будет загонить в стресс, депрессию. Мы в любое время можем открыть нашего брата и набраться энергии жизни, еще укрепляться на пути Аллаха, фисабилилля, и проповедовать и дальше ислам, и распространять сунну, и не останавливаться. Это будет нашей мотивацией. Подписывайтесь на этот канал. Спасибо за внимание. Адикёль Машоль. За представительство. Так. Запись.